Уже неделю Сыктывкар накрывает желтой пылью. Это пыльца березы, которая распространяется в этом году с особой силой. Аллергикам приходится несладко. В этот период аллергическая реакция дает о себе знать. Как разобраться в проблеме, что делать и почему опасно игнорировать симптомы аллергии, расскажет Дарья Вологжанина. Сезон цветения аллергики ждут с ужасом. Слезы, насморк, кашель, чихание, отеки, высыпания на коже, вплоть до удушья. В коме многих эти симптомы сопровождают с начала мая до конца сентября. Больше всего аллергенов содержит мелкая пыльца березы, которая сейчас находится на пике распространения. Ветроопыляемые растения, они имеют невзрачные цветки, мелкие, в общем-то, ничем не примечательные, но вырабатывают огромное количество пыльцы. Она легкая, мелкая, разносится ветром, концентрация в воздухе достаточно большая. Вот поэтому она вызывает аллергию. Особенно аллергична вот как раз пыльца березы. В тот момент, когда падают сережки, люди обращают внимание только на сережки. А на самом деле в сережках под этими чешуями скрыто огромное количество пыльцы. И она мелкая, поэтому может попадать не только в нос и в рот, но и оседать на слизистой бронхах, что вызывает более серьезные такие осложнения. Как отмечают сотрудники Института биологии, в северной части республики сезон аллергии на березовую пыльцу длиннее. Сначала туда ветром приносит пыльцу с юга, а потом начинается цветение местных деревьев. Не на руку аллергикам и сухая и жаркая погода, каким оказался этот май. В такое время березы начинают еще обильнее пылить, итог получают еще большее территориальное распространение. В этом году обладатели автомобилей заметили, что их машины стали приобретать иной окрас – желтый. Пыльца распространяется в таком огромном количестве, что ее видно невооруженным глазом. В основном аллергия проявляется в детском возрасте. Чаще всего в таких случаях удается контролировать и реакцию, и избегать серьезных последствий. Аллергики знают, как вести себя в такой непростой период. Их действия при внезапном приступе отточены от и до. Таким аллергиком со стажем является Ангелина. Зная последствия нахождения на свежем воздухе во время цветения, она согласилась с нами поговорить о своей проблеме только по видеосвязи. Аллергия у меня появилась лет в 14, видимо, когда случился гормональный какой-то сбой. До этого аллергии никогда не было, и переношу я ее не самым лучшим образом, когда у всех и хорошее настроение от того, что скоро лето, тепло, распускаются цветы, деревья. Это для меня период чихания, слез, красных глаз. И в такие моменты с мая где-то по июнь, когда наоборот все распускается, все радуются жизни, я стараюсь минимизировать свои походы на улицу. Зачастую аллергические симптомы схожи с простудными. Их появление – это веская причина посетить врача-аллерголога. Если симптомы постоянно усиливаются, то бежать к врачу стоит со всех ног, ведь игнорирование проблемы может привести к больничной койке. Если это происходит впервые в жизни, то необходимо вызвать скорую, особенно если реакция выраженная, то есть она может быть вплоть до ангиоотека в области глаз, то есть такая выраженный отек век. Может быть реакция, как заложенность носа, опять же выраженная, и впервые бронхоспазм возникший, также повод вызвать скорую помощь. Березовая пыльца – это только первое испытание для аллергиков. Скоро начнется цветение злаковых трав, которые тоже сильные аллергены. Этот период осложнится тем, что во время цветения злаков начинает плодоносить тополь. Миф, который мы сегодня развеем – аллергическая реакция на тополиный пух. Оказывается, она минимальна. Не тополиный пух зачастую вызывает аллергию, а пыльца злаковых трав, которые используют в качестве распространителя пух тополя. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, Роман Боровиков, телеканал Юрган.